Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Кто вас скоро полюбит? Кто этот человек? Что он будет делать? Будет ли он вас добиваться? Да? Что из себя представляет? Ваша реакция на него. И посмотрим со всеми подробностями. Загадайте, пожалуйста, просто на себя. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, судя по венцу, я думаю, что все уже ответ свой увидели, да? Все уже увидели свой ответ. Здесь просто мужчина у ваших ног. У ваших ног, да, классно. Так, мужчина. Смотрите, какая ситуация. Вас показали в виде флюгера. Да, именно флюгер. Вы сейчас как на каком-то распутье, на каком-то выборе. Вы не знаете, куда вам повернуться, кому вам повернуться. Я так понимаю, что есть какое-то прошлое, которое вы не отпустили, и есть какое-то настоящее, такое, знаете, неопределенное, да? То есть непонятно. Вроде как симпатия есть, интерес есть, но чего-то не хватает, да? Как-то не складывается, не склеивается, какие-то, может быть, помехи есть, либо нерешительность присутствует, вы не особо понимаете, нужно, не нужно, там, мужчинка, может быть, тоже как-то там смущается, тушуется, да? Тут и так отыграется. То есть вы не знаете, куда повернуться, к тому, что было, либо к тому, что есть. Хотя на подсознательном уровне вы четко для себя уже уяснили, что ни туда я не хочу. Да? Вот есть какие-то непреодолимые препятствия, хочется чего-то большего, хочется чего-то лучшего, хочется, чтобы прям до мурашек, чтобы бабочки в животе, чтобы любили вас. Да? В первую очередь, чтобы любили вас, а потом уже как бы и вы в ответ полюбите. Так, а давайте посмотрим на ваше прошлое. Хочу посмотреть на ваше прошлое, потому что здесь так четко показали человека. В настоящем это просто, видите, это журавль, да? Журавль в небе. А в прошлом у вас конкретно человек стоит. Но этого человека сейчас нет рядом. Просто нет. Больше как, знаете, тень воспоминания находится в вашей жизни. Так, что это за человек из вашего прошлого? Прям карта прошлого вышла. Ну надо же, воспоминаний. Почему не произошло, не получилось? Стоит ли ждать прошлое? Смотрите, мои хорошие, этот мужчина из вашего прошлого. Это тот, кого вы по-настоящему искренне очень сильно любили. Любили, надеялись, может, там письма писали, да, он вам писал, может быть, там наобещал вам с 3 короба. Обещал одну жизнь, дал другую жизнь. В общем, вы тут постигли и любовь, и разочарование. Все в одном флаконе. Вас эти отношения очень прокачали. Прокачали в плане силы, в плане рассудительности, такого, знаете, умного подхода к жизни, к себе, к отношениям. Ну, такая прокачанная, знаете, мускулы у вас выросли. У кого-то из девочек отыграется, что, возможно, человека вы потеряли по вине какой-то куклы. Да, то есть какая-то женщина могла его к рукам прибрать. Да. А у кого-то, к сожалению, такой вариантик тоже вот чувствуется, мог человек просто погибнуть по естественной причине, либо по какой-то случайности, роковой случайности. В любом случае, эта любовь была яркая, эта любовь была не до конца реализованная, то есть да, она вас не отпускает. Почему не получилось? Ну вот опять же, да, у кого-то соперница образовалась, ну просто
человек способный был на все, и все он сделал, применил, и, грубо говоря, мужчину увел. А у кого-то отыграется, ну да, человек ходил в маске был не тот, за кого себя выдавал, и было очень жесткое разочарование. Стоит ли ждать? Девочки, ну вот сама карта ожидания вышла, видите, да? Вот в таком состоянии вы свое прошлое можете ждать просто до бесконечности. Одна в своих этих мыльных пузыриках, в иллюзиях, хотя реально понимаете, что было, что произошло, да, кто тот человек, в тоске, в печальке, ну, как говорится, ничего хорошего. Я думаю, что вы такой судьбы не хотите, да? Поэтому ждать свое прошлое не стоит. Оно того не стоит. Поблагодарите свое прошлое и с Богом отпускайте, да? Пусть идет куда-нибудь подальше. Если человек погиб, то, девочки, такая судьба у него была, да? Тут ничего не поделаешь. Жить прошлым, похоронить себя вместе с этим мужчиной. Вас не для этого пустили в этот мир, чтобы вы себя заживо хоронили. Поэтому это тоже вычеркиваем. Из мыслей, из действий вычеркиваем. Так, вот журавль. Хочу на журавля вашего посмотреть. Смотрите, а он ведь вокруг вас кружит, этот журавль. Да? Он вправо летит, к вам летит. Ну, типа, посмотри, какой классный журавль. Кто этот мужчина, который вам нравится, с кем у вас там гляделки, может быть, там симпатия какая-то? Стоит ли на него обращать внимание? И что из этого будет? Так, мужчина. Ну, мужчина красивый, хороший. Ой, нет. Ой, какой-то он по характеру мерзкий. Ой, нет, девочки, нет. Журавль, он и есть журавль. Смотрите, какой он внешний голубок. Да, не просто, смотри, журавль, голубок, да. Внешняя оболочка, ну просто, я не знаю, там твердая 5 с плюсом. Красавчик, успешный может быть, либо показывать себя успешным, интересный. Энергетика очень такая сладенькая, притягательная. Человек, который, ну, достаточно такой серьезный себе авторитет завел. Да, какая-то прям слава о нем ходит, там, может быть, легенды какие-то о нем ходят. Интересная личность, яркая личность, привлекательная личность. Но, девочки, по сути, это человек самовлюбленный эгоист. Человек зациклен только на себе, на любви к себе, да, на самолюбовании, на самопрокачивании. Ему нравится, когда им восхищаются, ему нравится, что по нему там кто-то вздыхает, там, кто-то томные взгляды ему отправляет, да, что вот он кому-то нужен. Да. Чем больше женщин вокруг него, тем он, как знаете, больше расцветает. Самовлюбленная личность, эгоистичная личность, ему никто не нужен, кроме самого себя. Либо ему нужно какое-нибудь, знаете, такое рабское почитание, чтобы женщина была готова опуститься там ниже плинтуса и, извините, ноги ему целовать. Ну вот зачем вам это? Это ни к чему. Ну и почему у вас не получится, либо стоит ли вообще пробовать? Здесь очень такая карта серьезная вышла. Здесь мужчина такой, знаете, пожиратель женских сердец. Вот вы прекрасная птичка колибри, летите на его цветок, а вы ведь не знаете. А вы ведь не знаете, что уже до вас куча девочек уже погибли в его руках, да, либо сердечки свои разбили об него. Он, смотрите, он токсичный, он ядовитый, он такой, знаете, как там в песне пелось, да, скушает и не подавится. Девочки, он сердцеед, он губитель. А у кого-то отыграется, что есть у него женщина, может, он и не свободный, да, женщина, которая вот ни перед чем не остановится, ни перед чем, вот лишь бы он ее был, может неприятности вам причинить. Поэтому, мои хорошие, не вариант. Этот журавль, он не вариант. Гоните мысли об этом человеке как можно дальше и вообще старайтесь близко не подходить. Это токсичный человек. Так, нет, я вам позже посмотрю на этого, который вас полюбит. Значит, прошлое вычеркиваем, настоящее пустое, абсолютно пустующее, опасное может оказаться. Значит, смотрим на будущее. Девочки, кто вас полюбит? Он уже вас любит. Человек, который уже вас любит. Человек, с кем вы контактировали, ну буквально вот вчера, может позавчера.
Да, у вас с этим человеком был контакт. Человек пытался для вас что-то сделать, либо в чем-то вам помочь, либо предлагал свою помощь. У кого-то, в редком исключении отыграется, что мужчина, буквально там завтра-послезавтра с вами встретится и будет вам предлагать свою помощь, будет что-то для вас делать, может быть, какую-то услугу оказывать, какой-то сервис оказывать. Это может быть кто угодно, да, вы все разные. У кого-то доктор, у кого-то там юрист, у кого-то там, не знаю, там директор компании, которая принимает вас на работу, может быть, даже какой-то учитель, преподаватель, да, вот человек, который помощь вам, именно помощь будет предлагать. Это человек дела, это человек серьезный, это человек, который умеет любить так же, как и вы. То есть у вас тут схожесть идет. Ведь вы, когда любите, вы себя приносите на алтарь этой любви, да, вы себя в жертву приносите этой любви. И он точно такой же. Понимаете? А вы ведь не привыкли брать, да, вы ведь привыкли только давать. Сложно ему, конечно, придется, чтобы вас добиться. Мужчина мне вышел хороший. У него какое-то тяжелое прошлое. Люди какие-то нехорошие за ним стоят. Здесь либо он был женат, и семья там гнилая оказалась, да, могли там его за дурака держать, могли абьюзом промышлять эти его бывшие родственники. Может, даже как-то его там подвели под какую-то неприятность, либо привели его к большим неприятностям. А у кого-то отыграется, что у него, например, бизнес хороший был, да, тоже могли там и подставить, и преследования могли быть. Человек, как говорится, натерпелся, настрадался, но не сломался. Наоборот, стал сильнее, стал мудрее, стал более, может быть, как-то по-философски относиться к жизни, да, рассудительнее стал. У него кожа грубее стала, да, такой более толстокожий стал. Но не в плохом смысле, что он не восприимчив к эмоциям, а в смысле, что у него как иммунитет на проблемы выработался. Да? Если есть какая-то проблема, он там не страдает, руки себе не заламывает, головой в стену не бьется, а говорит, сейчас будем решать, да? Потихонечку будем решать. Это очень, кстати, классный знак. Так, еще по поводу этого мужчины, по возрасту где-то вашего, и, как говорится, плюс-минус, да, где-то около 3-5 лет. Может быть и в плюс, может быть и в минус. Но если на него посмотришь, либо просто с ним поговоришь, там, в глаза заглянешь, кажется, что он очень взрослый, как будто бы у него там 3 жизни за спиной, да, такая прям мудрость у него и в словах, и в глазах. Очень сложно так на взгляд определить, сколько ему лет. Вы когда в его паспорт посмотрите, вы ахнете, вы скажете, да ты что, а я-то думала, ты гораздо старше, да, вот именно, а то его ментальность старше, да, вот как он говорит, подача, ход мысли, может быть, даже какие-то специфические навыки. То есть человек, который вот прям прокачанный, так же, как и вы прокачаны. Так, еще. Этот мужчина сейчас стоит крепко на ногах. Я не могу сказать, что он звезды с неба хватает, но он крепко стоит на ногах. То есть у него денежка есть. Да, может быть, работа хорошая у него есть, там, бизнес такой достаточно серьезный. То есть он не парится по поводу денег, он парится по поводу личной жизни. Вот личная жизнь – это слабое место. Вернее, отсутствие личной жизни для него – это слабое место. Он не хочет абы кого. Он не хочет, прежние эти грабли, да, либо вилы, они ему не нужны. Он очень серьезно относится к выбору партнера. Партнера хочет, любви хочет, семьи хочет. У него есть какое-то видение, да, какая должна быть семья. Либо какую роль он должен играть в своей семье. Вот какого отношения к себе он достоин. Вот это есть. Он, знаете, как шаблон, да, он нарисовал себе шаблон, такой трафарет. И вот он каждой женщине подходит, которая ему там симпатично, нравится. И он так прислоняет этот трафарет и смотрит, насколько же там все совпадает, насколько вот похоже. Так что, девочки, он вас еще оценивать будет. У кого-то отыграется, что уже оценила, а у кого-то еще будет оценивать. Полюбит. Как он вас полюбит? Сильно. Сильно полюбит. Идет именно слово «сильно». Вот хочется кричать «сильно люблю».
как сильно? Физически, да, душевно сильно он вас полюбит. И физически, кстати, тоже. Он очень классный, девочки, любовник. Вот прям это показали, не знаю, зачем это показывать, тем более в общих отсыпках. Ну, может быть, для вас это важно. Может быть, ну, интимная часть жизни для вас важна. Может быть, вы сейчас вот прям нуждаетесь в этом, да? Нуждаетесь. Может, у вас из-за этого какие-то болячки, да, или с гормонами какие-то сбои происходят, потому что именно в интимной жизни вы недополучаете. Либо вовсе ее нет, либо она прям, ну, совсем редкая и совсем слабенькая. Вот. А этот мужчина, он, да, прям самец от Бога, как говорится. И любит, и умеет, и не только себе удовольствие доставляет, но и заботится о женщине. У него тут серьезные знаки о его и мужественности, и выносливости, и о умении заботиться и любить. Так, имя этого мужчины не скажу, сразу говорю, не скажу. Скажу лишь, что он пользуется очками. Очки, смотрите, девочки, у кого-то зрение слабенькое, у мужчины слабенькое зрение, и он пользуется очками. Может быть, для чтения, может быть, там, для, когда там за компьютером работает. А может быть, у мужчины, ну, не настолько слабенькая, да, но вот какие-то специфические моменты он одевает. Может, для солидности одевает. А может быть, мужчина просто любит солнцезащитные очки. И вот он их носит круглогодично. Да, бережет свои глаза, роговицу бережет и постоянно пользуется солнцезащитными очками. Вот как вы его узнаете, это именно наличие очков, либо то, что он пользуется постоянно очками. Так, почему не показали имя? Ну, да потому что вы все разные, абсолютно разные девочки ко мне зашли. То, что я вам сейчас рассказываю, это как собирательный образ. Понимаете, вас много, мужчин много, да, но приблизительно на моем канале собрались девочки, которые должны получить именно эту информацию. Так, еще по поводу этого мужчины. Очень выносливый характер, очень выносливый. Характер у него сформировался со временем, с теми обстоятельствами, с теми испытаниями, которые выпали. Вот все это ковало его характер. Очень выносливый. Иногда кажется, что он флегматичный. Да, вот какие-то ситуации происходят, там, камни с неба летят, там что-то взрывается, горит, а он может так спокойненько стоять, думать, принимать решения, а потом, ну, начать действовать. Так что, девочки, тут повезло. Будет и сам спокойный, и вас сумеет, вернее, успокоить. Так, по поводу того, чем он сейчас занимается. Ну, он занимается очень серьезно. Дело, в котором он себя нашел, оно приносит ему и удовольствие, и доход. Вот, скорее всего, по его делу вы и встретитесь. Либо свою работу, свои знания он будет вам предлагать в виде помощи, в виде оказания каких-то услуг. Любовь у вас с ним будет развиваться неравномерно. То есть сначала он в вас влюбляется и начинает за вами очень красиво и ярко ухаживать, а потом уже вы ему отвечаете взаимностью. Да, вы ответите ему взаимностью, я это вижу. Здесь, смотрите, ну если дословно говорить, да, мужчина вас на руках держит. Причем он вам под ноги свои руки подставил, сказал: ну вот, милая, остановись, я буду нести тебя как драгоценную хрустальную статуэтку, да. Буду беречь тебя, там пылиночки с себя сдувать, лишь бы ты как не упала, не разбилась. За вами так давно никто не ухаживал, и никто вас так не любил, да, чтобы прям пылинки с вас сдувать. Такого никогда в вашей жизни не было. Это будет очень необычно, очень непривычно. И сразу хочу сказать, да, вопреки, ну сейчас многие там, может, в комментариях мне что-то напишут, но я вижу, что вас это будет смущать. Вот такая любовь, вот такая нежность, вот такая забота, она вас будет смущать. А вы не привыкли, а вы никогда этого раньше не получали. А вы не знаете, что так можно, да? Вы не знаете. Ну, может быть, где-то у кого-то видели, но так, чтобы к вам относились, нет, такого никогда не было. А тут, видите, на руках носить будет. У кого-то даже в прямом смысле слова отыграется, да? Почему нет? Ой, девочки, берегитесь, берегитесь, потому что за вашей спиной стоит женщина. Это женщина из вашего окружения, подруга, может быть сестра, может быть какая-то родственница, которая тоже положит глаз на этого мужчину. Даже не тоже, а скорее всего просто положит глаз на мужчину и может создать вам конкуренцию.
как она это будет делать? Либо к мужчине может приставать, либо вас отговаривать от этого мужчины. Говорит: господи, кого ты нашла? Боже, да посмотри на него, фу-фу-фу. Да? Может это делать специально, потому что мужчина ей понравился. И ей важно вас отвадить от этого мужчины, чтобы, ну, как говорится, занять ваше место. Ну, не вдомек человеку, что так это не работает, либо с этим человеком так не сработает. Но будет такой момент. Поэтому хотите сохранить свои дружеские отношения с окружающими девушками, с родственницами, не знакомьте. До поры до времени не знакомьте, чтобы не было вот таких неприятных эксцессов. Так, я вижу, что он за вами достаточно долго будет ухаживать. Вы девушка такая занятая, вы девушка со своими интересами, со своими задачами. Вам есть чем заняться. Может быть, вы не сможете принимать все его приглашения, либо не захотите, может быть. Да? Но он долго будет за вами ухаживать, долго будет вас добиваться. Я даже вам время могу сказать, когда вы ответите ему взаимностью. Взаимностью вы ему ответите в холодное время года. Скорее всего, это вот начало зимы. Зима, может быть, декабрь, да, либо уже под конец декабря. Вот вижу, у вас какой-то праздник идет, там, где вы вдвоем будете, вот, либо на праздник вдвоем пойдете. Ну, я так понимаю, что Новый год. Новый год. Вот что-то мне идет такая информация, хоть тресни. Ох, долго он вас будет обхаживать. Ой, долго, ой, долго. Почему вы его так не хотите, да, не принимаете? Вот это мне непонятно. Давайте еще на картах досмотрю. Мне непонятно, почему так много времени ему понадобится, чтобы вас добиться. Потому что мужчина со всех сторон положительный. Еще про фигуру не сказала. Мужчина такой в теле. Девочки, в теле, 100% в теле. Он здоровый мужчина. Ну вот по здоровью, по состоянию здоровья. И вот он такой в теле, не худыш. Не поджарый, а именно в теле. Может быть, немножко лишнего веса. Может быть, он, кстати, качок. Да, такой раскачался и такой прям шкафчик ходит. Но тело видное, тело вот прям такое у него объемное. Да, девочки, у кого-то отыграется, что полненький мужчина. Ну, что мне скрывать от вас? Вы и сами видите по фигурке, да, что не худыш. Может быть, это вас будет смущать. Не знаю, сейчас посмотрим. Почему так долго он будет вас добиваться? Ой, смотрите, спрашиваю, почему так долго? Выходит аркан время. Боже, девочки, вы его просто доведете. Ой, боже мой. Смотрите, это вы будете тянуть время. Это вы его к себе подпускать не будете. Да? Будете его морочить тут направо и налево. А он тут, понимаете, изобретательность такую проявит. Он как это, балерина по канату ходить будет, да, и жонглировать. Только обрати на меня внимание. Только, слушайте, он на какой-то риск пойдет ради вас, чтобы вас добиться. Чем-то прям конкретно будет рисковать. Может, даже жизнью своей будет рисковать. Но ради вас готов на все. Может быть, этот случай и вас сблизит, да, какой-то риск его стороны. Что-то вы его не хотите. Хорошо, почему вы его не хотите? Просто интересно, почему вы его не захотите? Что не понравится в этом мужчине? Почему вы его не захотите? Ну надо же, и даже дьявола приписали мужчине. Ну, он не отвечает вашим стандартам красоты. Это первый момент, и, наверное, таки самый главный. Второй момент. Ну, вот эти события, да, которые произошли в вашем прошлом, в недавнем прошлом, там, где вы очень часто с мужчин снимали маски, понимали, что они врут, понимали, что не все мужчины делают то, что они там обещают и говорят, да, что всем там мужчинам одно и то же надо, там добиться женщины, соблазнить, как говорится, в постель уложить, а потом все. Вам отросил, бросил. Вы этого не хотите. Ну, еще один момент. Страх. По дьяволу страх. Страх поддаться этому человеку, согласиться, довериться, влюбиться, да, а потом, опять же, разочароваться. Ну, в принципе, да, имеете право, что тут скажешь, да. Жизнь-то у вас непростая была, да, непростые отношения в прошлом были. Теперь вы, как говорится, обожглись на молоке и на воду дуете. Хорошо, хорошо. Давайте посмотрим, стоящий ли это мужчина.
И вообще, что вас с ним ждет? Стоящий ли он человек? Ой, ну, талант, молодец. Семейный, девочки. Ну, конечно, стоящий. Смотрите, какой он классный. Он талантливый, он способный. Он просто как целая волшебная шкатулочка с талантами. Он явно чем-то обладает. И артист, и певец, и игрец, и какие-то прям узконаправленные таланты. И плюс он очень семейно ориентированный. Вот прям семью хочет, такую классическую, хорошую семью. Причем, смотрите, опять же, да, даже по этой карте он всегда вас будет ставить на первое место. Знаете, вот сдается мне, что вы не принимаете любовь к себе. Вы готовы любить сами, вы готовы всю себя отдать в любовь, но принять такую любовь вы не можете по какой-то причине. Ладно, а что будет у вас с этим человеком? Что? Будет ли что-то у вас с этим человеком? Слушайте, ну прям ужас какой-то. Вы его так будете морозить, я не знаю, бедный мужчина, мне аж его жалко становится. С ума его будете тут сводить. Он тут ради вас, смотрите, не только он акробатом станет и подвиг совершит. Ой, девочки, он столько всего будет делать для того, чтобы вас добиться. Что он даже вам посвящать будет. Смотрите, как режиссер снимает о вас фильм, да? А здесь вы прямо ему являетесь, он вас там спиритическим сеансом к себе притягивает. Кстати, девочки, вот кому-то идет предсказание, берегитесь, он может вас привораживать, причаровывать. Да, не удивляйтесь, мужчины тоже этим занимаются. Долго вы ему голову будете морочить, доведете его тут до белого окаяния, до отчаяния, а потом, девочки, согласитесь. Ну, он вам докажет, что он честный, что он без масок, вот и скажет: смотри, вот он я, смотри со всех сторон. Хочешь, вот тебе счет от моего там банка, да, от банковской карты, вот тебе ключи от моей квартиры, вот тебе там ключи от моего бизнеса, вот все проверяй, я перед тобой честный, чистый. Смотрите, прям все матрешки открыты, все маски сброшены и зеркала со всех сторон. Да? Докажет, что он настоящий, докажет, что любит, что это не игра, что это не абьюз, что никем он там не прикидывается, да, по-настоящему любит. Романтика между вами идет, ответные чувства, родится музыка любви, родятся новые дорожки. Девочки, ну, измором будет брать, доказывать, рассказывать, и в конце концов вы согласитесь. Вот как все про него узнаете, как все проверите, так и согласитесь. Потому что мужчина классный. Да, может быть, там не идеальный на лицо, может быть, там похудеть ему надо, да, либо наоборот, меньше там качаться в спортзале, но любить-то он вас будет по-настоящему. И вы доверитесь, и вы поймете, и вы ответите взаимностью. Хотя мозг, конечно, ему вынесете. Да. Слушайте, у вас с этим мужчиной вот буква В идет, то есть победа. Победа. Либо благодаря ему вы какую-то победу получите, добьетесь. Либо если вы его выбираете, то вы становитесь победительницей. Вот эта ситуация между вами, она неизбежна. Вот кто зашел на эту отсыпку, знаете, что в декабре вы уже будете с этим мужчиной в паре. Ну, а до декабря он, конечно, тут землю есть будет и вас будет добиваться. Не нагло, не избором, а именно действие. Вот показывай, да, вот смотри, какой я, вот что я могу, что я для тебя могу, насколько ты мне важна. Тут какие-то необычные ухаживания, действия, которые раньше не были направлены в вашу сторону. То есть ни один мужчина до него так себя не вел. Ну, девчонки, что сказать? Мужчина как награда, которую вы не сразу примете, либо не сразу поймете, что он ваша награда. Так иногда бывает. Но мне нравится, что вы будете вместе. Мне нравится, что вы ему все-таки ответите взаимностью. То есть любовь у вас взаимная вышла. Пусть не сразу, но тем не менее будет. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Трезво оценивайте ситуацию и вот прощайтесь с этим своим прошлым и не гоняйтесь вы ни за какими журавлями. Ваш упитанный мужичок, он у вас впереди. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.